поехали. Шалга, пошли. Все, перерывчик закончился. Кофе выпили. Продолжаем работу. Вы кофе не выпили. Шалга. Вот. Сегодня 29 августа 2025 года. Завершился 4-й сезон археологических раскопок храмового комплекса Бжилуя в селе Анхуа. Все, что мы в течение 4 лет мы раскопали, вот здесь сейчас вы видите, все мы это перекрыли для сохранности, потому что здесь имеются и фрески и так далее. В этом году, в 4-м сезоне, наша работа началась вот с этого угла. Это стена, южная стена основной церкви. Значит, и мы продолжили сюда. И для нас очень важно было открыть восточную или стену, или апсиду церкви. Как вы видите, значит, апсида ровная, полукруг вписан внутри. Это очень важная архитектурная деталь для датировки храма, для определения его архитектурных особенностей. К сожалению, вот в этой части практически не осталось облицовочных камней. Значит, вот здесь мы видим фундамент, вот ступенчатый переход. Но, слава Богу, где-то от середины восточной стены уже сохранилась кладка, значит, облицовочных камней. Здесь, вот в этих квадратах, ну, здесь вся территория поделена на 340 квадратов, вот в этих квадратах, то есть за восточной алтарной стеной, были следующие находки. Вот здесь была найдена золотая подвеска. Дальше были обнаружены большое количество пряжек из различного металла, различных форм. Кости, человеческие останки разбросанные, немного не в анатомической последовательности. Но когда мы наткнулись на погребальную камеру или гробницу, вы сейчас видите, значит, внизу мы расчистили его, сделали специальные подпорки и сверху покрыли таким специальной фанерой. И камни, как они лежали, камни перекрытия, мы их выложили, вот как вы сейчас видите. Таким образом, мы стали понимать картину, что, к сожалению, было несанкционированное проникновение в эту камеру, или, говоря простым языком, черные копатели туда залезали, или любители найти сокровища, да? Люди, которые искали сокровища, так правильнее говорили в 19-20 веке. Так вот, они оттуда выбрасывали вот эти все артефакты, которые были найдены с наружной стороны. Когда мы вскрыли камеру, мы все-таки надеялись, что она хотя бы не тронута. Но, к сожалению, туда тоже залезали, потому что инвентарь полностью отсутствует, за исключением ножа с прямой спинкой, второго ножа с костяными накладками. Вначале мы полагали, что этот нож мог быть позднего времени, кто-то, когда залезал, мог оставить и так далее. Но все-таки орнамент на костяной накладке, он встречается в ранний период, по крайней мере в 12-13 веках, как раз к тому периоду, когда храм активно функционировал. Дальше, первая половина гробницы, там кладка была, значит, костные останки остались более-менее нетронутыми. А остальные погребения, здесь всего 5 погребений было в этой погребальной камере, они все были собраны в углу. Обращаю ваше внимание, друзья мои, что это уже 5-я камера погребальная, потому что у нас есть 3, значит, в западном придворе, 2 у нас имеются в южном портике, и это уже 6-я погребальная камера. Если там видно хорошая, четкая кладка и так далее, то есть они были вписаны в конструкцию храма, судя по всему, эта погребальная камера появилась уже в поздний период. Здесь же хочу обратить ваше внимание на следующее. Здесь мы нашли 2 вида книжных заклепов и так называемый стилус, то есть предмет для нанесения текста, да, для письма. Дело в том, что уже у нас есть 3 разных заклепа. Это означает, что в этой церкви, по крайней мере, были
уж точно были 3 церковные книги. Друзья мои, это очень важно, обратите внимание. И инструмент для нанесения текста, или на камне, на твердом предмете и так далее. Дело в том, что мы уже находили 2 камня с рисунками, с полем для игры, средневековую игру в мельницу. По 9 фигур играли. К чему я говорю? К тому, что в XI веке здесь, в селе Анхуа, вот в этом объекте, были и церковные книги, и в том числе, значит, создавались новые, очевидно, новые рукописи в том числе. Почему? Потому что все-таки, когда мы говорим храмовый комплекс, подразумеваем наличие здесь средневекового монастыря. Есть основная церковь, есть впереди, как мы полагаем, колокольня, пока наши руки не дошли туда, есть ограда и так далее. Но если это был монашеский центр, значит, встает вопрос, может быть, эти погребения были как раз связаны с монахами, но, к сожалению, нет, потому что вот эти ножи, которые мы находим и в тех камерах, и здесь, они не могли быть атрибутом монашеского погребения, сопроводительным инвентарем монашеских погребений, это однозначно. Теперь, значит, дальше. Что касается самих книг, к сожалению, понятное дело, то есть если это был пергамент, он не дошел, к сожалению, до нас не дошел. Есть отдельные фрагменты, в том числе мы здесь обнаружили отдельные фрагменты оклада, серебряного оклада книги, но, к сожалению, там практически ничего не видно. Дальше наша работа продолжилась вот в этой части, в середине алтарной части. Здесь мы нашли декорированный крест, медный крест, очень красивый. И в ходе, друзья мои, поймите, сейчас у нас идут полевые работы. Мы не всегда, у нас есть возможность прямо здесь выяснять, к какому времени относится. Это все потом делается камералка, пишутся статьи, монографии и так далее, находятся аналоги, сравнивается. Это все, вся работа нам предстоит еще впереди. Но в процессе сейчас наличие компьютеров и интернета позволяет какие-то образцы тоже найти. Так вот, вначале мы полагали, что этот крест, он должен был стоять, судя по всему, исходя из места его находки, на завершающей части кровли. Но нет, все-таки, скорее всего, поскольку аналоги в Италии, Амальфи, это то место в Южной Италии с огромным византийским влиянием, и там есть собор святого апостола Андрея с бронзовыми знаменитыми дверями, где вот точно такой же крест, как мы здесь нашли, декорированный, там их много вставлено, значит, на самих дверях. Вот это очень удивительная вещь. Кстати сказать, поверх креста тоже имеется такая ровная плоскость, видимо, нужно было его куда-то подогнать. И наличие сквозных дырок, они означают, что он куда-то закреплялся. Но почему он оказался здесь, это большой вопрос, дальше мы будем выяснять. Но вот эти кресты, которые в Италии, они были привезены, они датируются XI веком, и здесь тоже эта датировка совпадает, они были привезены из Константинополя. Дальше мы продвинулись, значит, в северо-восточную часть. Слава Богу, здесь вот видно, что фундамент, основа, ступенчатый переход, стены, слава Богу, они сохранились. И мы доходим вот до восточной стены северного предела. Здесь я хочу обратить ваше внимание на следующее. В 2017 году, когда я посмотрел списки памятников истории культурного наследия, который составлял Вианор Пачулия еще в 60-х годах 20 века, там была обозначена вот эта церковь, как церковь в селе Веселовка XI-XII века с росписями и так далее. И вот здесь присутствует в нашей группе Дима Бебия. Мы с ним приехали сюда и нашли пожилого жителя, его звали Муджан, царство ему небесное, его уже нет в живых. Я его спросил, я говорю, есть ли руины древней церкви на этом месте? Он мне говорит, нет. Ну, тогда я понял, что я неправильно поставил вопрос, я его спросил, я говорю, может быть, какие-то кладки, какая-то стена? Да, говорит, такое могу показать. Он нас сюда привез и показал вот эту часть, сейчас, которую вы видите, покрытую мхом. Вот эту часть показал он нам. Мы еле-еле сюда через колючки, через заросли пробрались, вот, и увидели вот эту часть. А сейчас через
4 года археологических раскопок мы имеем стену высотой практически в 2 метра. Слава Богу, сохранившуюся. Единственный вопрос, который у нас сейчас в ходе нынешнего сезона возник, вот именно на этом участке, в отличие от остальных частей территории раскопа храма, именно на этом участке мы находим огромное количество керамической черепицы, фрагментов керамической черепицы. Причем нашли еще несколько цельных керамических черепиц. Там, Джон, вставишь, потом покажешь, да, тот. Значит, цельных керамических. Это что означает? Мы полагаем, что возможно, поскольку храм имеет 2 слоя фресок, соответственно, первый этап строительства, там мы видим в алтаре тоже передел литургических ниш и так далее. То есть храм перестраивался. Возможно, в XIV веке, потому что фрески датируются не ранее XIV века, те, которые верхний слой. Теперь, значит, соответственно, вот этот северный предел, он мог быть и возникнуть позже, хотя это пока ничем не обосновано. Но, по крайней мере, наличие такого количества керамической черепицы, наличие такого количества именно гвоздей, вот только вот здесь в одном квадрате мы нашли около 70 гвоздей. Это означает, что основная часть храма первого этапа строительства, она была перекрыта каменной кровлей, это мы уже точно знаем. Значит, потому что мы все много деталей находим. А вот этот северный предел, он был перекрыт черепицей, и, соответственно, были стропилы, поэтому мы такое количество здесь обнаружили. Дальше мы продолжили свою работу в этом направлении. Здесь северный предел. Здесь, кстати сказать, никаких особых находок не было. Единственный железный крест один здесь встретился. Я хочу заметить, друзья мои, здесь относительно железных крестов. Дело в том, что вот очень интересно, что большая часть крестов, а мы их нашли около 50-60 железных крестов, они найдены в районе алтарной части. И большая часть наконечников стрел тоже найдены там. Здесь в этом году нам всего 2-3 наконечника стрел попалось. И это очень интересная вещь. Почему? Потому что есть описание Рейнкса, немецкого автора, который пишет, что ранней весной абхазы идут в лес, где приходят на руины церкви с крестами. Вот. И еще есть второе описание патриарха Досифея Иерусалимского. Он сошел на берег где-то между Гагрой и Андлером, и он тоже говорит, что я видел икону святого Георгия, перед которой огромное количество различных металлических предметов и главным образом стрел. То есть, вот и здесь, в этом памятнике, наконечники стрел и кресты, которые найдены, они поверх разрушенной церкви, а не под основанием христианской церкви. То есть это означает, что в период упадка христианства, это начиная с XVI века, когда уже церковь не функционировала, люди все равно приходили сюда и оставляли, значит, либо кресты железные, либо монеты, либо оставляли наконечники стрел. Это отдельная тема, сейчас я не буду касаться относительно приношения вот этих железных предметов к церквям святого Георгия, к иконам святого Георгия и так далее. Вот, дальше мы продвинулись в эту сторону. Это северная, значит, стена северного предела. И вот здесь мы обнаружили вход. Вот в этой части мы обнаружили вход. И, судя по всему, имеются входы в основной зал с той стороны, то есть с южной стороны. Сейчас мы в этом году, на этом этапе у нас работа закончилась. Теперь я хочу отметить следующее. Вот в этой части, вот именно здесь, в этой части, мы обнаружили 3 фрагмента архитектурных деталей с орнаментом и с надписью на Асамтавруле, то есть это заглавная церковная письменность грузинская, которая начинает распространяться на территории Абхазии, начиная с XI века. И храм, это мы уже точно знаем, датируется XI веком. Дело в том, что здесь я хочу обратить ваше внимание на следующее. Значит, в Абхазском государственном музее выставлен каменная алтарная преграда. Ну, для вас, чтобы было понятно, то есть то, что мы сегодня называем иконостасом.
Каменная алтарная преграда, там два больших каменные иконы, это Святого Георгия, поэтому мы полагаем, что храм Святого Георгия, и распятие Христа, Ставросис. Значит, помимо этого там есть колонки, предалтарный крест с лапидарной надписью и так далее. И вот эти детали, которые мы сейчас нашли, они тоже очевидно относятся вот к этой алтарной преграде. Судя по этим формам, которые вы сейчас видите, значит, это либо завершающая часть алтарной преграды, либо завершающая часть престола в алтарной части. И, соответственно, мы видим сопроводительную надпись. Относительно надписи, друзья мои, значит, в этом храме мы имеем целый ряд артефактов, где есть греческие надписи и надписи на асамтавруле, то есть заглавной письменностью, средневековой грузинской письменностью. Ну, друзья мои, сейчас в моем контенте всегда очень много комментаторов из Грузии. Что бы ты ни писал, ни говорил, всегда все сводится к тому, что это все наше, это мы, грузины, здесь жили, мы, грузины, здесь построили, все такое. Друзья мои, обращаю ваше внимание. 11 век. Что происходит, чтобы мы понимали, почему появляется асамтаврули здесь, да? Значит, и есть греческие надписи и так далее. 11 век. Следующая история. На престол абхазских, значит, царей Леонидов восходят Багратиды из Таук-Ларджети, или Тайка по-армянски, это регион, который сейчас находится на территории Турции. Так вот, они восходят на этот престол. По поводу происхождения Багратидов это отдельная тема. Сами себя они возводили к израильскому царю Давиду, псалмопевцу. Значит, историки полагают, что они иранского происхождения. Династия Багратидов правила в Армении, династия Багратидов правила в Картле, в Таук-Ларджете. И с XI века они появляются на территории Абхазии. Так вот, одновременно с этим, то есть с появлением влияния Таук-Ларджети, а это видно по различным архитектурным деталям, которые мы здесь имеем, и по архитектуре вот этого объекта, который мы сегодня раскапываем. Одновременно с этим мы знаем, что в XI веке греки снова берут Анакапию, а это часть Анакапии, значит, и берут и пытаются возвести на престол цесаревича Абхазского, да? Значит, они пытаются его возвести на этот престол, и поэтому они перестраивают храм на Анакапийской горе в честь святого Федора. Мы здесь тоже имеем кулон с греческой надписью святого Федора. Мы здесь имеем лапидарную надпись, в котором упоминаются Георгий, имена Георгий, Василий, Димитрий, Кирилл. То есть это те люди, местные феодалы, которые возводили вот этот крупный объект, и, судя по всему, они ее и сделали своей усыпальницей. Вот эти все погребальные камеры, которые сделаны внутри храма и в придворе храма, судя по всему, имеют отношение к этим людям. К сожалению, мы это все не можем обосновать. Почему? Потому что нет никаких письменных источников. Но однозначно, что вот история XI века, она хорошо здесь раскрывается. Когда мы все эти надписи находили, меня спросили, вот как это происходит, отец Древ. Я привел такой простой пример, и для вас хочу это привести, этим закончить. Я говорю, вот сейчас мы работаем в 21 веке, в 2025 году. Значит, вот это археологическим объектом занимаются абхазцы. И Гарик Сангулия, и я, значит, и остальные ребята, которые помогают. В нашей группе есть русские, есть армяне, да, значит, которые участвуют в этой группе. Но мы все здесь общаемся на русском языке. Сейчас я делаю трансляцию на русском языке. Когда я веду запись журнала, описание находок и так далее, мы все это делаем на русском языке. Пройдет какие-то 400 лет, я не знаю, 500 лет, человек снова заинтересуется этим объектом, и он может сказать, что, вы знаете, здесь жили русские. Почему? Потому что все, что мы находим, все записано на русском языке. Вот так же происходило, друзья мои, много раз в истории. Поэтому наличие асамтаврули, наличие греческой письменности, это не означает, что здесь жили греки и картлийцы, а абхазцев на этой территории не было. Абхазцы были здесь, и как сейчас, они использовали все те языки, которые в этот период входят в активный оборот. В первом тысячелетии греческий язык, с XI века асамтаврули. Поэтому вот этот контекст нужно, друзья мои, понимать.
Спасибо вам большое за внимание. Сейчас я в самом завершении хочу поблагодарить всех, кто в этом году с нами работали. Сегодня нас было 17 человек. Среди нас есть руководители этой экспедиционной группы, я и Гарик Анатольевич Сангулия. Среди нас есть ребята, которые закончили магистратуру Абхазского государственного университета. Они уже 3-й год с нами работают. Есть волонтеры, которые добровольно приезжают, помогают нам. Есть специальный фотограф, есть человек, который, значит, аппарат использует нивелир для того, чтобы вести измерения. Есть человек, который все это записывает на компьютер. И есть те люди, которые нам готовят. Без этого тоже ничего не получится. Вот всех я хочу поблагодарить. И даст Бог, в будущем году начнется 5-й сезон. И мы продолжим. Сегодня, когда я сейчас снимаю, друзья мои, эту передачу, когда мы закончили, уже все разъезжаются, и они все говорили: отец Дорофей, ну интересно же, вот эти архитектурные детали, еще дальше. Я говорю, да, все это интересно, но нам еще предстоит большая камеральная работа, то есть помыть, почистить, описать, зафиксировать, зашифровать и так далее. Вот это что же у нас займет еще 2 недели. Но я надеюсь, что даст Бог, вот этот очень важный объект мы завершим, и здесь у нас будет великолепный открытый музей. И помимо этого, в ноябре, даст Бог, в День памяти Святого Георгия, очередной памяти, потому что в году мы несколько раз празднуем, я смогу приехать со своими прихожанами и впервые за 500-600 лет здесь совершить богослужение. Благодарю вас за внимание.